Салам алейкум, Малик. Алейкум. С нами Малик Шаваев, тот самый наш герой, двукратный чемпион России и будущий олимпийский чемпион в составе сборной Кыргызстана. Почему вы именно решили сейчас перейти в состав сборной Кыргызстана? Потому что у меня отец родился в Кыргызстане. Он родился как раз вот здесь, на Иссыкуле. Перед нашим приездом вы успели побывать у родственников. Вы здесь нашли своих родственников. Да. Хотел как-то погрузиться в прошлое. И вот сказал местному спортсмену, другу, у меня сосед, говорит, Шаваев, балкарский, кыргызский, это очень схожий. Мы знаем, что вы были травмированы. Я плечо травмировал, из-за плеча 2 года не боролся, я пропустил молодежный возраст. Я знаю много примеров, когда, наоборот, женились и показывали результаты лучше, чем до женитьбы. Ауыл тіл бля, қырғыз тіл, бір-бірге бек оқшош. Аллах айтса, мен спортшы Малик Шаваев, Аллах айтып, қырғыз халқыны чемпионат мирада, чемпионат Азияда, олимпийский игрлерде Аллах айтып, бірінші жер аларға күрешеріне Аллах болса. Будьте с нами, следите за Маликом, болейте за наших спортсменов. Всю жизнь я занимался спортом, бежал, боролся, доказывал. Казалось, что мой путь – это только ковер и медали. Но судьба привела меня к истокам. Я стою на родине моего отца. Он родился и вырос здесь, а я пришел сюда уже взрослым. Со своими победами, травмами и вопросами. Одно лишь грустно, что его сейчас нет рядом. Иногда мне кажется, что все, что я делаю, это попытка, чтобы он однажды мной гордился. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы на Иссыкуле. Вроде бы не сезон, но здесь сборы проводит сборная Кыргызстана по водным стратегии. Сегодняшний наш герой, двукратный чемпион России, серебряный призер России и горячий, новоиспеченный чемпион Казахстана по вольной борьбе. Весовой категории до 80 кг. С нами Малик Шаваев, тот самый наш герой, двукратный чемпион России и будущий олимпийский чемпион в составе сборной Кыргызстана. Многие могут задать такой вопрос, почему вы именно решили сейчас перейти в состав сборной Кыргызстана? И вообще, как это возможно? Вот смотрите, я вообще начал этот процесс. Почему? Потому что у меня отец родился в Кыргызстане. Он родился как раз вот здесь, на Иссыкуле, Семеновка. Вот. И бабушка с дедушкой тоже поженились здесь, в Кыргызстане. И я вот решил, что я здесь, в принципе, не чужой. То есть вы вернулись к истокам? Да, можно сказать так. Реально так, потому что вот я в 23-м году вот по родственным, так скажем, именно по такому направлению подал на документы. Угу. И вот получил в 25-м году в начале паспорт. И вот так решил выступать за сборную Кыргызстана. И, хвала Аллаху, получилось перейти. И, надеюсь, буду радовать Кыргызстан максимально, чем смогу, какими победами смогу, такими буду радовать, как говорится. Кому не секрет, то, что вы тоже меняли свою весовую категорию с 79 на 86. Да. С чем это связано вообще? Ну, в первую очередь, с тем, что, во-первых, 86 это олимпийская категория, а 79 не олимпийская весовая категория. По этой причине я поменял. А второе, это у меня и вес рос уже. То есть уже не так легко было мне на 79 гонять вес. И как бы и гонять надо, и как бы привилегий
и больше плюсов было в переходе. Я вот по этой причине перешел. И себя не изнуряю, еще олимпийская весовая категория, как бы перспектив больше и так далее. Вот из-за этого перешел я. А с перехода с весовой категории на переход по гражданству, да, в спортивное гражданство, тут же не секрет то, что и спортивная составляющая часть тоже интересовала вас, то, что на данный момент всем известно, что Россия не допущена до Олимпиады, а в составе сборной Кыргызстана можно поехать. Ну, до Олимпиады Лос-Анджелеса еще неизвестно. Россию, я думаю, допустят, наверное, по-любому к этому времени. А так, ну, сказать сложно. Но, естественно, да, я подал документы именно по этой причине тоже, да, чтобы перейти и как бы смог перспектив больше у меня было, чтобы, как так скажем, из борьбы выжать максимальные результаты. Вот. Но это не связано было так, что меня пригласил кто-то из Федерации борьбы России, Кыргызстана. Там это вообще не так было. Я же говорю, я вот как обычный человек, который здесь есть корни, вот так получил паспорт. И вот именно так и перешел сюда. Ну, как бывает обычно спортивное гражданство делает, у меня не такой случай. Просто я вот местный, как обычный, такой же, как и все. Кыргыз, пришел, поборолся и вот. Перед нашим приездом вы успели побывать у родственников. Вы здесь нашли своих родственников. Да. Как проходила встреча? В общем, здесь ребята местные, которые живут именно на Иссыкуле. Там Ананьево есть такой, по-моему, поселок, село. И как раз бабушка, она рассказывала, что вот Ананьево, там, Семеновка. С отцовской линии? Да, с отцовской линии. Их как бы, они были именно здесь. И я вот хотел как-то погрузиться в прошлое, найти, так скажем, своих каких-то родственников. И вот сказал здесь местному спортсмену, другу, Луку, у него как раз сосед, по-моему, да, он сказал, у меня сосед, говорит, Шаваев. Он говорит, я могу связать его. И я вот на выходные как раз решил поехать, познакомиться, посмотреть. И вот заехал в 3 семьи, так скажем. И вот посидели, от души поговорили. Было очень интересно для меня в первую очередь. Я думаю, для них тоже было интересно. Как бы приехал вот так. И я, можно сказать, чуть погрузился туда, в историю, так скажем, предков. И еще еще есть пару семей, куда я хочу заехать тоже, именно вот Шаваевы, которые я просто не успел сегодня. По этой причине еще хочу заехать. Шаваевы, мы сами, в Кабардино-Балкарии есть такое очень горное селение. Там сейчас люди не живут. Это Безинги, не Безинги, а Шыка у нас есть. По-русски это будет Шики, как бы, да. И вот бабушка, она говорила, что это очень похоже, вот сюда переселили, как там, говорит, было. И здесь тоже вот в окрестностях смотришь, горы, и как будто бы даже не ощущала, говорит, что это другое место. Напоминала. Да, напоминала очень сильно, и она очень благодарна кыргызскому народу, что они приняли так на самом деле. Очень много всего рассказывала, что и как было. Поначалу, конечно, пока не узнали, кто как, сложности были, но потом уже, говорят, абсолютно слились. Да, слились воедино и жили вот так, как говорится, рука об руку. И как бы только хорошее говорил на самом деле. Вот, честно говорю, вот это реально она говорила только хорошее. Тут момент языка, да, еще, Да. Насколько я знаю, балкарцы говорят, вообще туркоязычной категории относятся. Да, именно так. Балкарский и кыргызский это очень, очень схожий вообще язык, так как у нас, наверное, 70-80% слов похожи. Я вот когда медленно говорят на кыргызском, я понимаю суть. Просто где-то у нас это слово чуть другой смысл имеет, но плюс-минус, когда применяют его в каком-то контексте, я понимаю, про что именно говорят. То есть язык тоже максимально такой похожий. Вот там, образно читаем мы также 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, так, 20, 9,
тоғыз, 90, как бы 100 мин, это точно так же, в общем, все цифры вот эти. Потом у нас похожие слова, там, слово похож у нас будет ошайда, а по-крымски охшош. Да. Ну вот я же говорю, там процентов 80-70 точно похоже, если не больше. У спортсмена же тоже бывают в жизни тяжелые моменты, когда наступает период травм. Да. Мы знаем, что вы были травмированы. Как вы переживали эти моменты? Или именно вот воспоминания об отце, там, я не знаю, какой-то стимул давал? Ну, да, у меня вот с травмами были проблемы. Такая вот для борца тяжелая травма, это травма плеча считается, так как у нас руки, в основном за счет рук идет все. И я плечо травмировал, и из-за плеча я 2 года не боролся. Я пропустил молодежный возраст. Ну, в первую очередь, я думаю, помогала, наверное, вера, именно религия, я думаю, так как я понимал, что это какое-то испытание, что его надо проходить. И делал дуа. И вот Всевышний ответил на мои дуа, так скажем. Я восстановился, хвала Аллаху, и показал какие-то результаты. И вот сейчас, так скажем, дальше также идем. Стараемся максимум выжать. В период восстановления не посещали мысли такие, а не пора ли закончить карьеру или вернусь ли я на прежний уровень? Такие мысли бывали? Вот как раз такие мысли у меня и бывали. Так как тяжелый вид спорта, ты там не потренируешься, там где-то что-то отдохнешь, уже тебя могут опередить, а тут 2 года простое. Для этого нужно очень большое терпение, на самом деле. Я не знаю даже, как получилось, но с помощью Всевышнего, в первую очередь, получилось так, что перетерпел. Были мысли какие-то тоже, да, завершить. Но я вот, знаете, как вот я, знаешь, как вот столько прошел, если бы я оставил, было бы так, что я потраченный там образно лет 10 прошли бы просто как будто впустую. Просто минус 10 лет. И вот эта меня мысль не оставляла в покое. Я думал, неужели вот это вот все. И вот эти мысли прогонял у себя в голове, то что раз только я терпел, и сейчас на одном таком этом останавливаться не стоит, и как-то вот получилось. А вообще, если взять профессию, да, Да. вы профессиональный спортсмен, Да. но когда посещали такие мысли, в голове возникали варианты, чем бы я мог заниматься, если не борьба, если не спорт? Да, были такие. Но эти мысли у меня были не прям вот недавно, так скажем. Это уже прошло там с того момента тоже лет 9, наверное, 8-9 лет. Я тогда учился в университете, только так недавно поступил, так скажем, только учился. И я думал, может, как-то по специальности что-то попробовать, может, как-то в учебу. Но это были очень такие короткие, без каких-либо дальнейших действий, мыслей, которые я отсекал. Я действительно вот, очень, так скажем, люблю бороться, и из-за этого, скорее всего, у меня как-то осталось желание. Но тем не менее, век спортсмена очень короток. Да. После того, как вы отборетесь, чем вы собираетесь заниматься? Есть какие-нибудь планы, наработки? У меня таких как бы планов нет, вот конкретных, так скажем, на сегодняшний день, типа вот все, я ухожу, и вот ухожу вот сюда. Такого нет, но плюс-минус какие-то есть в голове мысли. А иногда я думаю, не стоит планировать и не стоит смотреть в то будущее, возможно, в котором тебя нет. Вот эти слова меня как-то чуть зацепили. В том плане, что надо жить как бы здесь сейчас. Естественно, у человека здравомыслящего должны быть какие-то планы. Так ты мужчина, ты должен планировать, что, как обеспечивать семью и так далее и тому подобное. И у меня есть какие-то планы, да, но
Не прям такие, знаешь, грандиозные, там вперед на сколько-то лет забегать я не забегаю. Но есть у меня какие-то планы. Плюс вы По-любому. человек, который сильно уповает на Всевышнего. Ну, по крайней мере, стараюсь. Бывать. Может, не всегда получается, как хочется, но как-то так. А вот, допустим, если взять тенденцию мировую, да, когда мир единоборств Ага. завладел всем медиа, Ага. у всех на слуху, стал спорт номером один, да, грубо говоря, в единоборствах. Ага. И учитывая то, что там чемпионами и успешными становятся вольники, туда как-то не заносило мысли, хотя бы мысленно. Про ММА? Да. ММА я, честно, для себя уже давно решил, что либо борьба, либо вообще не связанное со спортом что-то, да, так скажем. А ММА я не рассматриваю, так как не люблю, чтоб сам бить не люблю без причины какой-либо, и чтоб меня тоже также без причины, получается, ну, не знаю, если, наверное, у тебя изначально нет таких каких-то, как сказать, в сердце такого, что ты можешь просто подраться, наверное, это не твое, скорее всего. И с религиозной точки зрения тоже ММА такой не совсем... Ну, борьба тоже не скажу, что идеальнейший вид спорта, но, по крайней мере, чуть получше будет. Погуманнее, да? Да. С религиозной точки зрения, так как, ну, мы не бьем, знаешь, просто вот выходишь, дают свисток, и ты должен разбить человека, там, что-то ему образно можешь просто сломать челюсть. Часто бывает нос сломать. И это целенаправленно делается. Делается только лишь, чтобы... И чем ты красочнее разобьешь его, тем тебе больше денег дадут, за бонус тебе дадут какой-то. То есть это все в моем уме не укладывается, что ну, просто так выйти и как-то не знаю. Но, тем не менее, Малик это отец, это сын, человек, который должен обеспечивать семью. Да. А борьбой можно обеспечивать семью финансово? Думаю, да, можно, конечно, так как на сегодняшний день борьба это тоже, если бы я образно не мог бы обеспечивать, я бы уже не был бы здесь точно. Ага. Конечно, если взять аналогию ММА, там гораздо больше зарабатываешь, да, примерно плюс-минус за такой же труд, если не меньше. Но хвала Аллаху, что ну, на борьбе тоже получается, борьба сейчас набирает большие обороты, есть разные лиги, есть контракты разные. Вот сейчас она выходит на абсолютно другой уровень. В Америке открыли лигу такую, РАФ называется, там большие контракты уже. И на сегодняшний день это реально, вот это вот очень радует, то, что такой большой труд как-то окупается. Молодой Малик находил причины там, на улице подраться или применить какие-то борцовские приемы на ком-то? Нет, такого не было, без какой-либо причины. То есть просто прийти и начать драться, у меня такого не было. Такой случай был, я со школы шел, там, по-моему, класс 3, наверное, 2. Просто я шел со школы и не доходя до дома, там еще, ну, оставалось до дома нормально расстояние, нас увидел один такой постарше, ну, старшак, так скажем. И он рядом со мной тоже, пацан шел, он спрашивает, будете драться, говорит. Он говорит, да. Вы друзья или просто... Не, ну, как бы знали друг друга, но не так, что какие-то друзья или, ну, просто знали, так скажем. Будешь драться? Я говорю, да. Ну, раз он да, я тоже, естественно, да. И просто сняли портфель, начали драться. Такое тоже бывало. Но, как бы, просто так у меня такого чувства не было. Реально, ну, там, не применял какую-то силу, зная, что он слабый или, там, ну, такого, хвала Аллаху, не было у меня так. Я еще прочитал то, что вы любите свободное время проводить в горах, Да. любите очень сильно горы, и Кабардино-Балкария, тоже горная, да, республика. Но в то же время вы выступали в Крыму. За Крым. За Крым выступали. Вы там тренировались?
Нет, я там, ну, редко бывал на сборах, там тут иногда. Это просто, я же говорю, что представлять регион какой-либо еще другой, помимо Кабардино-Балкарии. Я вот представлял Крым просто и все. Так я там не тренировался. И я просто хотел задать такой вопрос. То, что вы любите горы, в то же время, наверное, тренировались у Черного моря, а тут такой микс и горы, и у подножия озера. Да, это вообще сильнейший микс. Я думаю, это одно из таких необычных мест, где я бывал, где вот... Ну, мне, честно говоря, по душе больше горы. Так как, когда вот в России боролся, в Сочи часто бывали сборы, там, в год по несколько раз. Я бывал за весь сбор, может, вообще не зайду, а может, один раз зайду в море и все. То есть вообще меня особо не прикалывает море. А в горах как-то, ну, я не знаю, с чем связано, выходишь там в природу, расположился, там мангалчик, друзья, стейки, и вот разговоры, так скажем. И вот эта атмосфера, обстановка мне больше по душе. Я вот там могу там пару дней так побыть и вообще как новенький приехать. Мы переместились в теплый отель. Тренировки у Малика закончились на берегу. Там холодно, конечно. И сразу же хочу задать вопрос. Вообще место сбора, почему именно вот на побережье Иссык-Куль? Это как-то помогает собраться или уединиться? Чем это полезно? Ну, Иссык-Куль это у нее есть свои особенности. Она находится как Среднегорье, по-моему, 1600 или 1800 здесь над уровнем моря высота. И она, естественно, здесь позволяет именно набрать хорошую выносливость, чтобы в дальнейшем быть в форме продолжительное время. Ну, мы попали на выходной день, когда нет тренировок, но тем не менее вас мы застали именно на берегу. Да, что делать, приходится иногда так тоже в выходные дни тренироваться. Не всегда, конечно, тренируюсь в выходные, но сегодня пришлось у нас. И вообще, эти сборы к какому чемпионату? К чемпионату Азии? Да, это к чемпионату Азии подготовка. Это, так скажем, закладывается база. Такие сборы, они потом примерно около 4-6 месяцев. Вот эта форма, она должна, по идее, действовать. И вот база закладывается именно к домашнему чемпионату Азии, который пройдет в городе Бишкек. Это когда намечается? Это будет, даст Аллах, 6 апреля начало. Какие вообще соображения по поводу Олимпиады, какие ожидания, да, допустим, вы уже после травмы оправились, после застоя тоже уже поучаствовали в международных соревнованиях, почувствовали вот этот ритм и наверняка оцениваете свои силы, да, там, из соперников. Какие ожидания, во-первых, по чемпионату Азии и к Олимпиаде? Ну, у меня был простой, пока вот я 1,5 года не боролся, чуть больше года, да, и естественно, я тренировался, естественно, но соревновательная практика ее не заменяет. Никакая тренировка ее не заменит, так как это, в первую очередь, стресс для организма, как физический, так и моральный стресс. И из-за этого чуть-чуть пока я боролся на международном турнире в Турции, там стал 2-м, хотя должен был, по идее, выигрывать, я думаю. Но я вот постепенно прихожу в свою форму, именно в ту форму, в которой я могу конкурировать на мировой арене. Я думаю, даст Аллах, может, Всевышнего, у меня получится завоевать золото на чемпионате Азии и уже планомерно как-то вот так стараться завоевать лицензию на Олимпиаду и уже весь свой потенциал, все, что у меня есть, уже на Олимпиаде оставить и даст Аллах там уже стараться выиграть. Олимпийское золото. Да, иншаллах. А вообще чемпионат Азии, он дает какую-то лицензию, право лицензии там для выступления на Олимпиаде? Нет, чемпионат Азии не дает. Право лицензии значит, на Олимпийские игры, это будет чемпионат мира в 2027 году. По итогам него первая 5, она попадает автоматически на Олимпийские игры. Если ты попал в первую 5, ты уже, получается, на следующий год ты уже... Гарантированно. Да, гарантированно. У страны есть лицензия, так скажем. Вот. Потом, если
не завоюешь там. Есть еще 2 турнира. Один континентальный, другой мировой. Там тоже тройка попадает на Олимпийские игры. 1, 2, 3 места. Даже 4. Вот. И надеюсь, вот сейчас чемпионат Азии выиграть, на международной арене чуть освоиться, так скажем, так как у меня нет такого большого опыта на международной арене. И там уже вот как раз то самое сейчас время, когда я могу поучаствовать на разных турнирах и набрать международный опыт, и на Олимпиаде уже показать свой максимум. На чемпионате Азии и на Олимпиаде ждем от вас только золота. Аллах. И я так вижу, вы уже освоили здесь, Да. что в языковом плане, что ментально, да, и здесь уже нашли своих родственников. Да. Что касается самых близких людей, я по себе знаю, тяжело находиться, да, вдалеке от родных, тем более, когда мы уже узнали, что у вас родился ребенок. Как решается вопрос с родственниками, да, с супругой, там, с ребенком? Вы готовы перевозить их сюда? Ну, думаю, да, этот вопрос тоже имеет место быть. Я думаю, в будущем, ну, сейчас чуть надо себе в первую очередь как-то освоиться. Уже в будущем, думаю, их тоже как-то перевести, ну, вот, как бы и там, и тут, чтобы так жили, как бы. Мгм. И в том месте, где я родился, вырос, в Бакалии, вот, в Кыргызстане. Думаю, как-то так уже совмещать это все. Ну, да, на 2 дома. Да, образно. Ну, где будет возможность сюда, какая-то подготовка, где свободен уже там дома. Такой более любопытный вопрос, как спортсмену, да, как борцу. Наши главные звезды по борьбе, да, греко-римские, это Акжол Махмудов, Джилман Да. Шашимбеков, они свои главные успехи в карьере добились, будучи холостяками, да. Мгм. И Акжол Махмудов недавно женился, тоже Джилман женился, да, и как спортсмену, который пережил все это, Мгм. насколько это влияет в физическом плане, в ментальном плане? Я думаю, честно говоря, кому как, но, возможно, даже я знаю много примеров, когда, наоборот, женились и показывали результаты лучше, чем до женитьбы. Мгм. Конечно, разные есть примеры, но таких примеров тоже немало. И я думаю, если понимающая, там, правильная, там, нормальная, адекватная жена будет, я думаю, результаты хуже стать точно не должны. Наоборот, я думаю, даже могут стать лучше, так как ты более относишься уже профессионально к этому, ты знаешь, что ты там образно что-то там кормишь семью и так далее, и ты прям целенаправленно готовишься, целенаправленно уже как-то вот осознанно, зная для чего и как, более ответственно уже подходишь ко всему этому. Я так думаю, наоборот, даже как плюс может пойти. Почему я задал этот вопрос? Мы тактично подошли к вашей супруге, как мы про отца поговорили. Ваша мама, ваша супруга вообще как отнеслись к вашему выбору переезда в Кыргызстан? И в целом, как вообще реагируют на ваши отъезды, на долгие там? Нормально, в принципе, наоборот, только рады, так скажем, что, допустим, открылись новые горизонты, М. новые возможности, и относятся, ну, с пониманием и, так скажем, поддерживают мой выбор, и наоборот, какая-то мотивация даже есть, наверное. Ну, могу сказать только как бы положительно, да. Мама и супруга нормально относятся, в общем. Вот, так что проблем не вижу в этом. Если кто-то боится жениться и думает, что он потом придется ему оставить спорт, это на самом деле не так. Я думаю, стоит жениться и не бояться этого, что там из-за этого пострадает он сильно. Вот, как-то так. Просто я лично слышал такие моменты, когда тренер это для спортсмена, тем более для индивидуального спортсмена, становится как второй отец, да? Да. И его слово порой бывает закон. И многие тренера запрещают рано жениться, то есть есть определенные циклы, когда Да. надо готовиться. В вашем случае такие моменты бывали со стороны тренера, влияние на как бы личную жизнь? Мне, честно, у нас такого нет, что там тренер запрещает. Это, я думаю, уже личная жизнь, ее человек должен сам как бы выбирать. Спорт спортом, жизнь личная — это чуть такой индивидуальный момент, где тренер может, как бы сказать, Посоветовать. посоветовать, да, но чтобы запретить такого, я думаю, ну,
Это неправильно, я думаю, чтобы там не женись. Я думаю, тот, кто хочет жениться, уже вот намерен, уже у него намерение, он не послушает ни тренера, никого, он женится, скорее всего. Так, я так думаю. Бывает такой момент, именно когда ты образно готовишься к Олимпиаде, и осталось там образно там, 3-4 месяца, и ты хочешь в этот момент жениться. Вот тогда тренер, ну, я думаю, может сказать, типа... Категорично может даже запретить. Да, типа, стой, сейчас давай лучше после Олимпиады. Ты подготовься, сейчас это тебе сломает всю подготовку, ты не подготовишься, потом Олимпиада там раз в 4 года, преподнести это ну, максимально четко. И я думаю, это будет правильно со стороны тренера, если он даже послушает, чтобы чуть отсрочить, так скажем, свадьбу и женитьбу. Вообще это закономерно и законно, я думаю, потому что это же подготовка к Олимпиаде, Да. это же не просто не только труд спортсмена, Да, это же да. труд всей команды. Конечно, конечно. Вот в таких случаях, типа если в целом там не женись, все, пока ты этот спортсмен, Да, да. это уже другой момент. Так уже человек не может поступить, так как он не может ответить, тренер не может ответить за жизнь спортсмена, так и наоборот. То есть тренер это советник, тренер это, который тебя учит. Реально тренер, он очень большую роль играет в жизни спортсмена, но это уже чуть личный момент, я считаю. В целом, если взять про метод подхода тренеров, да, что в России у вас есть чем сравнить, Да. подход в России и в Кыргызстане. Да, мы были в одной стране, у нас была одна методология, но, тем не менее, прошло 30 с лишним лет, Да. и что-то, может, какие-то различия есть в подходе. Тренера в Кыргызстане сейчас по вольной борьбе, это абсолютно там такие заслуженные люди, которые там стоят, и я считаю, что их методология, как сказали, она принесет на столах большие плоды, она приносит большие плоды. Уже вот там на последнем чемпионате Азии, по-моему, 2 золота было. Это, ну, большой результат. Раньше, по-моему, в Кыргызстане там бронза на Азии, это уже такой Вау-эффект. Да, легендарный. Сейчас уже вот так. И я считаю, что методология тренеров Кыргызстана, она не уступает российской. Это точно. Раньше, понятное дело, тренер был как отец, потому что люди, кроме тренера, никого и не видели. Да. Сейчас век технологий, интернет, Да. и ты можешь наблюдать в онлайн формате даже за тренировками крутых борцов, крутых спортсменов, которые считаются кумирами. Да. Как в этой ситуации тренеру держать уровень и быть авторитетом? Да? Я скажу так, что никакие видео, никакие это не заменит тренера, так как если бы так было, то к врачам тоже не ходили бы, да? Посмотрел видео, вот так сделал, там образно. Чат GPT, да? Да. То есть не ходили бы ни к тренерам, ни к врачам, ни и так далее. Это все равно на картинке ты одно видишь, когда ты с этим сталкиваешься, ты можешь увидеть, как он образно проседает или же отжимается, но ты весь этот метод, ты полностью изнутри не поймешь, как он это делает, в какой период он это делает. Там уже много нюансов. Ты не можешь там, за день до соревнований качаться или за 2 дня до соревнований качаться, так как ты будешь. То есть это надо все понимать. И это все контролирует и регулирует тренер, когда какую нагрузку дать, чтобы она именно в подходящий момент дала максимальный КПД. Не стоит обращать большое внимание на именно какие-то видео или на что-то такое. Да, надо читать. Когда ты читаешь, там первая фаза, там вторая фаза, это одно. Но ты ее должен тоже воплотить в жизнь, и он как пример должен быть у тебя, там, попробовать вот так. Но просто вот так взять, посмотреть видео одно и решить, что это правильно, так тоже не бывает. Надо просто прочитать, проанализировать все, и вот только тогда надо, я думаю, какие-то выводы делать и применять это на себе. Ну вот я так думаю, на сегодняшний день тренера не заменит гаджет. В будущем на столах олимпийский чемпион Азии Малик Шалаев после завершения карьеры может быть тренером? Я не знаю, честно, я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что говорить «нет» не будет. Это будет, наверное, потом в дальнейшем вдруг у меня появится желание, это будет уже не так. То есть мы же пока растем, наш приоритет тоже меняется. То есть сказать сегодня вот так, все, до конца жизни, а вот так, такого нету. Или же да, я буду тренером, такой, я вот не знаю, честно. Ну, тренировать именно детей, прям маленьких, блин, ну, мне кажется, терпения не хватит у меня. Это очень сложно. Вот
люди недооценивают. Самая недооцененная работа – это, наверное, работа тренера, честное слово. Особенно детских. Да, это там приходят, детей привозят, допустим, там 7-8 лет, ты должен за ним смотреть, чтобы он не травмировался, да, и таких много, чтобы правильно показать, правильно донести. Все дети разные, кому-то наоборот надо усмирить его, а кого-то надо наоборот поддержать. То есть у всех психология разная, и тренер ко всему находит какой-то какой-то ключ индивидуальный. Вот. Из-за этого это очень сложная работа и самая такая недооцененная работа. Сейчас даже, у меня там есть какие-то друзья, которые там тренируют детей и так далее. И они рассказывают, дома звонят некоторые, говорят, скажите там сыну, чтобы тренер влияет на него. То есть даже не родитель, а тренер. То есть там учись. Тренера слушает. И поэтому в большинстве даже случаев, что тренера это, заменяют каком-то, отца, конечно, не заменят, но очень сильно слушают тренеров вообще дети. И давайте тогда дадим дань уважения вашим тренерам детским, Да. кто вас в детстве тренировал и заложил фундамент. Да, это вот Чапаев Олег Борисович и Ажоев Асадуллах. И они, честно говоря, вот так терпели, донесли что-то, постоянно они уделяли свое время и какие-то правильные советы давали. Они вот именно такие были нацелены на то, что мужчина, это должен быть мужчина и везде не давали слабину, так скажем, не давали, чтобы мы почувствовали, кто слабину. Вот. Спасибо большое. А в настоящее время я вот в России уже по-взрослому перешел, тренируюсь у Арсена Закуева. И вот им тоже большое спасибо, что вот так вложил много всего, чтобы я добился. И я же говорю, это очень сложная работа. Благодарность. Да. И хочу задать про атмосферу в команде. Ага. Мы видели здесь, ребята, вы собираетесь на шашлык, у вас дружная атмосфера. Как вообще влились в коллектив, как приняли? Коллектив, на самом деле, очень приятный, очень воспитанные ребята, максимально. Но я чуть постарше в некоторых, да, даже там, если небольшая разница, там, дань уважения, там, могут встать со стула, там, садись, свое место дать, или же первым мне передать еду на обеде, ужине. Образно на стирку мы вещи относим, могут в дань уважения, так скажем, вот так вещи даже могут мои отнести. Хотя я, не прошу, да. Просто вот он может взять и унести и принести даже, да, уже. По-братски. Да, по-братски, от души. Я, тоже стараюсь также относиться к ним искренне, добродушно, и чтобы максимально была благоприятная атмосфера, как-то так. В завершении, я думаю, для наших зрителей было бы интересно, насколько вы преуспели по кыргызскому языку. Попрощаемся по-кыргызски. Я скажу, как могу на балкарском, а это будет, как и на кыргызском, да, так скажем. Ассаламу алейкум, таулу тил бля кыргыз тил бір-бірге бек окшош. Аллах айтса, мен спортчу Малик Шаваев. Аллах айтып, кыргыз халкыны чемпионат мирада, чемпионат Азияда, олимпийский игрлерде Аллах айтып, бірінші жер аларға күрешерме. Аллах болса. Будьте с нами и следите за Маликом, болейте за наших спортсменов. Спасибо.